алтайское утро. Сегодня мы выезжаем в сторону дома. Сегодня 21 мая. Путь наш сегодня лежит до Красноярска, где-то 1000 километров. На улице аромат соснового леса. Вот наш санаторий, в котором мы прекрасно провели 5 дней. Вот Антон серьезный очень. А вот еще наши вещи, которых Яна покупала здесь. Ну, я не вещей покупала, а всяких алтайских продуктов. Антон на меня ворчит, потому что у нас полный багажник. И как туда вместить еще эту телегу? Ну что делать? Женщины они такие. Ну вот и все. Закончился наш отдых в Белокурихе. Впереди едут наши ребята на такси в аэропорт Горно-Алтайска. Рейс у них в 10 часов утра. Сейчас время 5:48. И счастливого нам пути. Он, Денис, или кто, Лиза машет. Счастливого нам всем пути. Мы катим в Красноярск. Ребята катят в Горно-Алтайск. Замечательно провели целый месяц вместе. Сначала в Москве, потом в Горном Алтае, потом в Белокурихе. Кроты везде понарыли, Антон ругается. Уже 3 дня ее ковыряют, заделать не могут сразу. Город спит. Такой красивый рассвет. Деревья светятся. Мы сюда приехали, тоже не так было все зелено, да? Казалось немножко по-другому. Через 300 метров поверните налево. Деревья все распустились за эти 5 дней. Прямо все белоснежные стоят. Яблони, вишни, абрикосы. Черемуха уже отцвела почти. Уже блеклые. Прямо 45 километров. Сейчас мы заправим нашего бегемотика. Возьмем кофейку. Так бы и строила новый маршрут. На заправке стоит такая колонка с короной и написано «Королева бензоколонки». Сейчас у нас 95-й бензин, 47,50 стоит. Дальше будем ехать, будет дороже. Такие милые теплые стаканчики на заправке. Мы обычно привыкли, что они какие-то черные, красные. А эти такие милашки. Вот время 8:50. Мы въезжаем в Новокузнецкий район. Алтай мы покинули. Вчера я показывала в магазине всякие куриные огрызки. Я купила желудки и шеи. Сейчас мы перекусываем. Вполне себе вкусно, да, Антон? Сейчас покажу, как они выглядят. Вот так выглядит шея. Шея прямо вообще бомбическая. Мы вообще любим шеи, особенно Антон. И вот так вот желудки, варено-копченые. Вот мы проезжаем Новокузнецк. Ну, где-то объездом. Впереди карьер видно. По всей видимости, уголь добывают. И в Белокурихе мы познакомились с людьми, которые живут в Новокузнецке. Они нам сказали, что когда будете проезжать Новокузнецк, прямо увидите, что весь город как под куполом в какой-то дымке. Это вот у них углем
топят котельные. Еще многие, говорит, не перевели на газ. Карьер вообще просто ему конца и края нет, слушай. А он действующий, там копал. Да, там машины стоят. Я не знаю, сейчас будем ближе подъезжать. Видно будет, не видно. Я еще поснимаю. Кто там начальник колонны? Стекло грязное. Мошки бьются просто вообще со страшной силой. Тараканы эти. Их тут очень много. Потеплело. Они все активизировались. Вон он, этот карьер огромный длится. Слева. Прямо. Это же горы все обожженные. Трава горела. И впереди нас 3 машины идут тяжелые с горки, поэтому медленно. Антон говорит, нифига там мотоциклы летят. Мы 110 идем, а они нас делают. Они нас делают, а стекло, блин, грязное, вообще капец. Нас приветствует Кузбасс. 300 лет Кузбассу. Наша любимая Яшкина. Через 3 километра. Здесь мы Кемерово проезжали, когда был снег, снегопад, в ту сторону ехали. Просто жуткий снегопад был. Сейчас уже все зелененькое. Не такое, конечно, зеленое, как даже на Алтае. Буквально тут 400 километров. Но тоже уже везде зелень. Еще чуть-чуть и будет совсем лето. Ну, как будто немножко как-то пасмурно стало в дороге. На заправке, когда заправлялись, Антон говорит, женщины между собой разговаривали, что штормовое предупреждение дали. Сильный ветер и дождь. Им смс-ки пришли. СМС-ки им пришли. Впереди камера на 60. Ну вот сейчас планируем проехать Кемерово и где-нибудь пообедать. Что-то ты хотела рассказать про скорость, про скоростной режим. От Новокузнецка до Кемерово по трассе ограничение 110-130. И дорога вообще как идеальная, как стекло. Ну и машин немного, да? Воскресенье. Воскресенье, да. Все отдыхают. Что еще хотел рассказать? Кушать хочу. Что ты про колес, что ты с колесами делал? Спускал. Ну нормально расскажи. Ну, там на базе на Алтае я накачал колеса на холодную резину, набил давление им рабочее. А сейчас по датчикам смотрю, что они нагреваются и давление, соответственно, растет. В одном колесе аж 2,6 напинало. Поэтому на горячие колеса спустил, выровнял давление. Все, это машина как мячик. Еще протерли лобовое стекло от этих Тараканов. тараканов. И через 10 минут оно все опять залеплено. Все. Проснулись тараканы совсем. Это мы в Кемерово уже, да? Или нет еще? Ну, краешек. Вот сегодня нас навигатор повел через Кемерово по какой-то другой дороге. Потому что мы с другой стороны заехали. С Новокузнецка, а не с Новосибирска. А, точно, с Новокузнецка же мы заехали. Город такой достаточно большой, оказывается. Посмотрела, население 550 тысяч. Городу 105 лет. Молодой, да. Люди тоже непонятно во что одеты. Температура показывает 21 градус. Они в пуховиках идут. Да, кто в пуховиках, кто в футболках, в общем. Ну, май месяц он такой везде.
Непонятно, то ли холодно, то ли жарко. Через 600 метров. В общем, ехали где-то по центру города примерно. Я, естественно, не успела показать. Не успела показать центр города, потому что сидела в навигаторе, искала дорогу, их тут 3. Бузова нам предлагает маршрут короче на час, даже на 1,5 часа. Но мы решили ей не доверять сегодня, да? Потому что там не федеральная трасса, как мы поняли. Ну вот, видимо, сейчас мы выезжаем уже на окраину. Трамвайчики тут такие ходят. Новые квартала, видно, что новые дома. Машин не особо много. Воскресенье, видимо, все спят. Зашли на такую заправку чистенькую, аккуратненькую. Сейчас покажу, как она снаружи выглядит. Тут всякие сладости продают, как обычно, как везде. Но настолько все чисто, уютно. Зашла в туалет, не стала там снимать. В туалете прямо чистота идеальная. Мне вот нравится на таких заправках, что все аккуратненько. Тут тоже всякие эти сладости сибирские, алтайские, водички всевозможные, сладкой, несладкой, чипсы, масла, кафешка тут есть. Мы заказали кофе и френч-доги. Тут есть горячие блюда, пожалуйста, берите, кушайте. Чаи всевозможные. Вот наш кофе. Вот такая заправочка Shell. Очень аккуратная. И бензин здесь 95-й 52,49. Это вам... Нет, 49,99. Издалека видим трубы Ачинска. 13 километров осталось до Ачинска. Так издалека видно черный этот дым. Очень много заводов, там металлургические заводы. Производят глинозем, соду, алюминий, сульфат калия. Население в Ачинске всего 100 тысяч. Небольшой городок. Туда мы ехали, я его показывала так. По краю, получается, где-то по объезду. Не очень хорошие дороги у них. Сейчас, может, если будем проезжать, посмотрим еще. Вот такое у нас стекло грязное. Эти товарищи все поразбивались. Вот такие белые горы. По всей видимости, это и есть. Здесь и добывают, наверное, эту соду. Или сульфат калия. Какие они на самом деле, я не знаю. Там стоят вот машины, экскаваторы. Ну, судя по тому, что сода белая, может быть, здесь ее и добывают и производят. Вот так эти заводы выглядят поближе. Такой дым везде стоит. Черный, серый, всякий разный. Вот оно, загрязнение окружающей среды. О, какие штуки везут машины. Что это, интересно, такое? Трамвайчик идет. Ух! Классно!
Девушка там сидит молодая. Светофоры здесь из прошлой жизни в Ачинске. Старенькие какие-то, маленькие. Давно уже таких не видели. 1,5 месяца назад мы ехали, эти елочки стояли наряженные в новогодние игрушки. Еще снега что-то. Ну да, снег был, но это было в апреле месяце. Сейчас уже они стоят просто грязненькие. Игрушки с них сняли. А вот они, эти елки украшенные, оказывается. Я другие видела. У них до сих пор Новый год. Грязно, пыльно. Давно мы таких городов не видели. Я, конечно, понимаю, что это не центр города. Но как-то очень мрачненько, конечно же. Вот такие здесь девчонки и мальчишки ездят на драндулетах. Я представляю, сколько они пыли глотают. Слушайте, ну блин, после зеленого Алтая так непривычно, да, все серое, мрачное. Интересно, что нас ждет в Якутске. Надеюсь, немного лучше. До Красноярска 164 километра. Там дом горит. Прямо огонь видно. Страшно так. Нас теперь за лесом не видно. Мы подъезжаем к Красноярску и решили посетить нашу любимую берлогу. Помните, я показывала обзор гостиницы и кафе? Ночевать мы сегодня здесь не будем. Возьми, пожалуйста, мусор, Антон. Вот урна стоит. Ночевать мы сегодня здесь не будем. Будем ночевать в самом Красноярске, в центре. А здесь решили поужинать. Опять у нас перед Красноярском какое-то небо странное. В прошлый раз я говорила, как будто снег хочет пойти. Но вот сейчас в кафе разговаривали с девушкой-администратором. Она сказала, что на прошлой неделе был снег. Первые, говорит, 2 дня всего тепло. Какая-то пыль перед Красноярском. Откуда она? Тоже не видно в камере. Внизу пыльные дороги были, Антон говорит. Сейчас мы подъезжаем к Красноярску. Город-миллионник. 1 200 000 населения почти. Останемся там на ночь. В гостинице Красноярск. Вот сейчас наверху, слева на горе виден крест. Там есть смотровая площадка, я смотрела. Мы, наверное, туда подниматься не будем, да? В общем, останемся там на ночь. Завтра день погуляем по Красноярску. Посмотрим там. Вы нам советовали, за что спасибо большое. Посмотрим, куда сходить, съездить. И покажем вам. Вот сейчас его слева хорошо видно на горе. Считается самым большим поклонным крестом в России. На самом деле пишут, что он существует с 18 века. Его поставили, и тогда прекратились набеги калмыков на Красноярск. А вот этот большой крест уже сделали и осветили в 2019 году. Мы, по-моему, как раз ехали тогда с Новосибирска, да, и вот видели его, нам говорили, что новый крест. По-моему, его тогда еще делали, его даже не установили до конца. Вот сейчас мы въезжаем в Красноярск. По-моему, тут будет мост, если я не ошибаюсь, да? Через Енисей. Да.
Вот уже видно, Стелла стоит. Здравствуй, Красноярск. Наконец-то мы погуляем по тебе, посмотрим. 2 года назад мы были в Красноярске в феврале месяце. Универсиада была. Да, была универсиада. Все улицы были перекрыты. Мы быстро-быстро по темноте добрались до гостиницы. Переоделись, взяли такси, съездили в город, поужинали в каком-то там кабане или не кабане, в каком-то ресторане нам посоветовали. Народу было просто море. Погуляли по городу по вечернему, посмотрели на огни Красноярска, нам очень понравилось. Было настолько чисто, настолько красиво, уютно, тепло. Потом обратно нас, когда таксист вез, другой уже, он нам рассказал такие всякие разные истории, что к универсиаде там чуть ли не швабрами асфальт мыли. Я, по-моему, рассказывала, когда мы в ту сторону ехали. А может, не рассказывала, ну, может, повторюсь. Но они приезда Путина ждали, а приехал Медведев. Да, ждали приезда Путина, приехал Медведев. Там, где снег растаял по обочинам, выкладывали белым пенопластом. Якобы это снег. Жителям Красноярска, которые живут в частных домах, раздавали какое-то бездымное топливо, чтобы если Путин будет лететь на самолете, он не видел дыма над Красноярском. В общем, как обычно, как везде. Губы красим только перед какими-то важными мероприятиями. Паровозик идет перед нами красиво. Да, я читал, что Красноярск утопает в пробках, поэтому здесь роют сейчас метро. Да, и метро собирается вводить в эксплуатацию в 2026 году. Одна ветка вроде бы как готова уже. Сколько их будет, я не знаю. Ну, большой город. По обе стороны Енисея, я так понимаю. Конечно, им нужно метро. Как без него? Вот тут тоже старенькие здания стоят. Слева совсем старенькие. Улица Обороны. Поверните налево. Вот получается, тут, по всей видимости, целый квартал этих домишек стареньких. Не могу прочитать. Улица Лебедевой. Машин немного. Воскресенье, все готовятся к рабочему дню, к рабочей неделе. По всей видимости, тепло, люди раздетые. Шипованные машины до сих пор ездят. Ну да, если у них снег лежал на той неделе еще. Или на этой, получается, еще это не закончилось. Тут, по всей видимости, мы уже ближе к центру. Тут машин побольше. Улица Карла Маркса. Поверните направо. Какой Вот. двор? В какой двор она нас хотела отправить? Маршруты строю, перестраиваю. Через 300 метров поверните налево. В общем, поворот проехали. Это гостиница. Ну, по всей видимости, да. Блин, вон же шлагбаум По был. всей видимости, это гостиница. Приехали. Надеюсь, вам тоже все понравилось. Приехали, говорит. Мы-то еще не приехали. И правом приду. Вот он, мост через Енисей. Зашибись, мы куда поехали тогда?
Ну, мы в какую-то пробку поехали. Ну ладно, что ты ворчишь-то? Где развернуться? Сплошная. Но она тебе сказала через 300 метров. Нет, она уже говорит, приехали. А, да. Скажи ей, что мы еще не приехали. Гостиница как называется? Красноярск? Красноярск. Ну ладно, хоть в красноярских пробках постоим чуть-чуть. Интересно же. Такой красивый закат. И все в какой-то дымке. Кораблики там. Народ гуляет по набережной. На той стороне дома красивые стоят. Многоэтажные. Очень много этажей. Какое-то огромное красивое здание стоит. Не вижу, что это. Вход. Дворец спорта. Имени Ивана какого-то. Не прочитала, какого Ивана. Там тоже какая-то арена большая. Ну, по всей видимости, все это тоже строили к универсиаде. У нас же в Якутске тоже к детям Азии все спортивные объекты строили. Большие и красивые. Такое закатное солнышко красивое. Сейчас вот мы развернулись под мостом и опять поехали по мосту. Но в обратную сторону пробки нет. Потому что ремонтируют только те две полосы в ту сторону. Стоят баржи. Там, по всей видимости, речной порт. Кораблики всякие стоят. Огромная такая река Енисей. Красивая. Тут катер там разворачивается. Он только что сюда с той стороны шел. Уже огонечки на набережной зажгли. А вот она, наша гостиница Красноярск. Ну да, с той стороны не обязательно вывеску делать, чтобы люди видели. Главное со стороны центра сделать. Еще надо заехать там, где шлагбаум. Ага. Подъехать шлагбаум. Где этот шлагбаум, мы когда пролетали, я его поздно уже увидел. Он как бы Ну там во двор прямо было, да. Такой поворот неприметный. Это что за Биг Бен тут стоит? Мост. Молодежи столько много. Гуляет, классно. Тут тоже очень много студентов в Красноярске. Здесь очень много учебных заведений. Весь город тоже как будто на горках стоит, на отдельных. Так интересно. Ну, красивый такой город, мне нравится прям. Тебе нравится? Или ты еще не понял? Ты на светофоры смотришь? Завтра посмотрим. Лишь бы было тепло и не было дождя. Чтобы можно было спокойно погулять, не торопясь, ни от кого не убегая. Ну вот, крутимся тут. Везде же сплошные. Так бы бах и напрямую. А нет. Нужно объехать несколько кварталов. Ну вот сейчас где-то мы должны уже приехать. Там мотоцикл летит. Оп. Вот он шлагбаум, да? Это гостиница Красноярск. Мне нужно заехать с улицы
Тебе сказали? Баума, да. Что, еще один круг сделаем? Представляете, комары. Просто большая туча комаров. Я не знаю, видно, не видно сюда в камеру. Ну, видно, мелькают. Ужас какой-то. Короче, мы на третий круг пошли, да? Я говорю, ты еще не все здесь разглядела, я тебя катаю, показываю по второму разу, чтобы ты запомнила. По-моему, по третьему уже. Здесь-то второй раз. Хочешь, через мостик проедем? Не хочу, там пробка. Ну вот, наконец-то открыли нам шлагбаум. Тут дамы ходят. И пофиг им, что машина едет. А посигналишь, они сейчас как завизжат. Че, неужели не слышно, что машина едет? Ну, уже завизжали. Смешные. Парковочка справа, вот она, да? Парковочка справа. Тут такой вид классный. Фонтанчики. Так, это что? Имени Хворостовского. Что-то имени Хворостовского. А, театр оперы и балета. Угу. Классно. Толкать надо. Обхохочешься. Ну, блядь. Еще убиться. Так. Ресепшн. Гардероб. Здравствуйте. Уютненько так. Кафе, гостиный двор. Дополнительные платные услуги. Блядь, не будем ничего давать? Не знаю, сейчас посмотрим, думаю, нет. У нас все чистое есть. Номер на 5-м этаже. Ой, скользко, аккуратно. 523, да? Туда. Ого, какой коридор длинный. И номер наш открыт. Нас ждут. Здравствуйте. Спасибо. Такой номер. Тут сразу на входе чай, вода, правила. Сушилка или что это? Что за стул? Что за лес? Кровать большая. Стол, холодильник. Телевизор, окно. Сейчас посмотрим. Вау, какая красота! Мы там сегодня были. И у нас тут Биг Бен будет телебонить. Чего? Биг Бен будет телебонить. Фонтанчики. Классно. Жалко, балкона нет, да? Окошко открой. Так. Сейчас сразу санузел покажу. Шкаф. Душевая кабина, как я не люблю. Белоснежные полотенца. Все чистенько. Наборы для гигиены. Я такая лохматая, как всегда, с дороги. Что тут есть в шкафах? Сейф, тапки, халаты. Одеяло, щетки. Ну вот и все. Пусть я буду лохматая, но я вам пожелаю спокойной ночи, доброго вечера. Ты пожелаешь? А нам хорошего отдыха.